Dajem reč Džoniju Melikjanu, naučnom saradniku Centra za regionalne istraživanja Akademije državne uprave Republike Jermenije. Njegov referat nosi naslov Bezbednost Republike Jermenije u svetlosti novih regionalnih izazova. Спасибо большое. Хочу выразить благодарность организаторам данного мероприятия, поблагодарить всех присутствующих коллег. Я представляю еще один регион, который на постсоветском пространстве, да и постсоциалистическом пространстве является также конфликтогенным регионом. В принципе, я озаглавил свое выступление как «Безопасность Республики Армения в свете новых региональных вызовов», но в принципе региональные вызовы, которые сегодня имеются перед этой республикой, они в принципе не чужды и соседним странам. Начать хотелось бы с того, что есть японская поговорка «Не дай Бог родиться вам в период перемен». То есть мы, наше поколение, родились в тот период, когда происходили грандиозные изменения, изменения геополитические, культурологические, почему бы и нет. И сложилось новые реалии, которые имели свои последствия. Регион Южного Кавказа, Закавказья в течение 90-х годов прошел через этнополитические конфликты, гражданские войны, и сложился некий хаос. И на сегодняшний день следует отметить, что наши народы, проживающие в данном регионе, не как другие, сами понимают, и молодежь, новое поколение ценят безопасность, стабильность и мир, который нужен им для того, чтобы созидали, создавали нечто новое. И на сегодняшний день нужно отметить, что исходя из всего того, что происходило в 90-е годы, есть проблема безопасности. Проблема заключается прежде всего в том, что на переходе от биполярной системы, когда две системы сдерживали друг друга, и на международном пространстве не было таких ярких, грандиозных конфликтов. Были войны, мы знаем, наши родители были свидетелями, деды были свидетелями, но все-таки следует отметить, что вот система, которая была на тот момент, она все-таки была сдерживающим фактором. Переход от биполярной системы к тому, что было в 90-е годы, что называется однополярный мир, где Соединенные Штаты пытались утвердить свою гегемонию, и то, что мы имеем на сегодняшний день, что я считаю многополярным миром, и чему способствовало как раз и то, что в 90-е годы многие страны начали создавать организации. То есть та же Россия, видя то, что НАТО не прекращает свое функционировать и наоборот расширяется, создает новые коалиции и не собирается принимать новых членов в лице Российской Федерации. Создаются новые организации, такие как Организация договора о коллективной безопасности, членом которой является также Республика Армения, Шанхайская организация безопасности и так далее. И следует отметить, что на сегодняшний день есть проблема того, что есть необходимость прописания и принятия многими акторами международными принципа неделимости безопасности. На сегодняшний день западные партнеры считали, по крайней мере до событий в Париже, что их безопасность может перекрывать безопасность остальных стран, различных регионов. На сегодняшний день у всех есть, все стоят перед проблемой международного терроризма. Однако же все-таки тоже надо понимать, почему на пространстве Ирака и частично уже перешло в Сирию, что явилось стимулом к тому, что создалось некое объединение
террористическое, которое называет себя государством. Все-таки это обида за то, что произошло ранее, что происходило на их территории и чему поспособствовали западные страны, коалиция, которая не смогла, сменив власть, обеспечить безопасность и стабильность в регионе. На сегодняшний день перед проблемой терроризма стоит и наш регион, потому что наши соседние страны, ну так как есть специфика у Армении, если будут вопросы, я отвечу. У нас страна мононациональная, и проблемы межрелигиозных столкновений на сегодняшний день у нас нет. Есть Нагорно-Карабахский конфликт, но это другой вопрос. Наши соседние государства, Грузия и Азербайджан, где есть такие проблемы, на сегодняшний день также являются странами, откуда, ну, по-моему, значительное количество добровольцев на сегодняшний день воюет на стороне Даиш на территории Сирии и Ирака. И количество достигает, ну, по некоторым данным, от нескольких сотен до 1000 человек. На сегодняшний день один из руководителей одного из не менее таких крупных вооруженных формирований, где порядка 1000 человек, где есть выходцы как с нашего региона, так и с Северного Кавказа, является грузинский чеченец Тархан Батирашвили, который, кстати, очень интересная закономерность. В свое время был военнослужащим Министерства обороны Грузии, проходил переподготовку в натовских центрах, прослужил, но после того, как он ушел на отдых, он не смог себя реализовать, у него были проблемы, то есть и через несколько лет получается так, что этот человек собирает вещи и переезжает в Сирию, где становится руководителем вооруженного формирования более чем 1000 человек. То есть вот эта проблема, говоря вот на молодежном круглом столе, следует обратить внимание на работу с молодежью. На сегодняшний день вот тот же Париж показал, что это местные ребята лет до 25, которые не задействованы ни в чем, не имеют работы. То есть проблема безработности, проблема образования – это все составные части того, что, работая над этим, можно минимизировать те проблемы, которые на сегодняшний день имеются. Сводить лишь к религиозной составляющей – это упрощение вот той системы сложной, которая привела к тому, что мы имеем на сегодняшний день. И говоря о беженцах, я скажу, что наша страна, которая небольшая, в 3 миллиона человек, на сегодняшний день приютила порядка 15 тысяч сирийских беженцев. Это очень весомо, потому что ВВП на душу населения у нас $3500, и наша страна за последние несколько лет ни разу не поднимала вопрос компенсации тем же международным организациям, ЕС и прочим структурам, что делают, кстати, некоторые западные государства, отказываясь принимать сирийских беженцев. На сегодняшний день это ответственность, все мы должны понести ответственность. Я надеюсь, что в течение сегодняшнего дня в рамках обсуждений мы сможем выработать кое-какие рекомендации, которые от нас, как от молодежи, пойдут на стол к руководителям, и, может быть, мы что-то сумеем изменить. А со своей стороны отмечу, что если будут какие-то вопросы, я буду с радостью отвечу по региону нашему. Не хотелось бы идти подробнее по региону, вот как-то в обобщенном виде, в рамках сессии по вопросам и ответам, либо после круглого стола. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое.